Теперь посмотрите на одного крупного торговца, который достиг преклонного возраста, состарился, и чья спина уже согнулась. У него были дочь и сын, девушка и юноша. Когда он состарился, то захотел передать свою торговлю сыну. И перед тем, как его сын вышел в путь для того, чтобы покупать и продавать, и вести торговлю, желая его проводить, он сказал ему: «О, сынок!» Он сказал: «О, сынок! Храни честь своей сестры». Он ответил: «Но, отец, моя сестра остается с тобой». Он повторил: «Храни честь своей сестры». Затем юноша уехал. Он начал вести торговлю, продавал и покупал. Когда же он захотел вернуться из своего путешествия, он увидел красивую девушку. Его сердце заполнилось ею, и он поцеловал ее, а затем убежал. Поцеловал ее один раз и убежал. Однако он пожалел об этом и покаялся перед Аллахом. В это же время его отец ждал его. К ним пришел водовоз, продающий воду. Он пришел к дому торговца. «Посмотри со мной». Он десятилетиями приходил в этот дом, чтобы продать им воду. Он уже был стариком, достигшим 50 лет. Достигшим 50 лет. Он пришел, чтобы продать воду, и к нему вышла девушка, дочь торговца, и сестра того юноши. И шайтан сделал ему наущение, чтобы он поцеловал эту девушку. Он поцеловал ее и затем убежал. Он пожалел об этом и раскаялся перед Аллахом. Когда же юноша вернулся, отец увидел его и спросил: «О, сынок! О, сынок! Что ты сделал во время своего путешествия?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, о мой отец, я не сделал ничего». Он сказал: «О, сынок! О, сынок, что ты сделал во время своего путешествия?» Он ответил: «О, мой отец, я ничего не сделал». Он сказал: «О, сынок, разве ты не поцеловал девушку?» Юноша сильно удивился и спросил: «Да, мой отец». Он сказал: «О, сынок, ты поцеловал девушку, а водовоз поцеловал твою сестру. Если бы ты добавил к этому, то и водовоз добавил бы. О, сынок, удар за удар. Если бы ты добавил, то и водовоз бы добавил. О, сынок, удар за удар. Если бы ты добавил, то и водовоз бы добавил». Что сказал имам аш-Шафи'и? Поистине прелюбодеяние – это долг. Поистине прелюбодеяние – это долг. Если ты взял в долг, то знай, что кто-то из твоей семьи отдаст его. Поистине прелюбодеяние – это долг. Если ты взял в долг, то знай, что кто-то из твоей семьи отдаст его.